Это интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит», и я ведущий Рамзан Абуев. Сегодня у нас играет помощник главы Чеченской Республики Тимур Алиев. Тимур, вообще твое участие в этой игре не случайно. Ты являешься активным участником интеллектуальных игр. Что это за игры, можешь рассказать немножко? Ну, последние годы, да. Так-то, конечно, что, где, когда, своя игра. Всем всегда интересно, мы смотрим ее по телевизору. А последние несколько лет так уж получилось, меня включили в одну из команд. Не спросив меня, я пришел первый раз посмотреть, что это такое, на игру «Что, где, когда», и втянулся. Вот. И в тот год мы стали, куда меня включили, командными чемпионами в любительской лиге по игре «Что, где, когда». Потом на следующий год я создал уже свою команду СПЧ, Совета по правам человека. И мы опять же стали чемпионами, победителями Кубка Кадырова и так далее. Вот. И сейчас команда СПЧ играет в высшей лиге уже, игры «Что, где, когда», Чеченской Республики высшей лиги. А еще одну команду создал, уже у меня есть новый проект Совета, называется «Тропами предков». Вот мы, значит, участники этого проекта уже являются членами команды «Что, где, когда», тоже уже в любительской лиге играют. Но потом у нас есть республики, периодически проводится своя игра, там, где уже каждый сам за себя играет. Также брейн-ринг периодически, хамса — это командная своя игра такая. Вот. Ну вот за последние несколько лет мы подсчитали, вот наши команды, в которых я был капитаном в основном, мы взяли, по-моему, порядка 8 кубков, по-моему. 8 кубков. Да, разного рода свойства. На межрегиональном уровне вообще бывают эти игры, и если да, то как это вообще? Да, конечно, и к нам приезжают представители, как правило, там, соседних республик, там, Дагестана, Осетии очень часто у нас гостят и принимают участие в наших играх, как правило. Вот. Ну и мы такие же выезды совершаем, в частности, в Северной Осетии нас очень часто приглашают, и в частности, вот сборная Чеченской Республики, сборная представителей, да, Чеченской Республики стала победителем зимнего кубка по игре «Что, где, когда». В Северной Осетии это буквально полгода назад случилось. Вот. До сих пор такого не случалось, мне кажется, это очень было. Там участвовало порядка 19 команд, и мы заняли за них первое место в Северной Осетии. Тимур, если ты готов, давай мы перейдем к игре. Сегодняшний наш выпуск посвящен Льву Толстому, наиболее известному русскому писателю, мыслителю, одному из величайших в мире писателей-романистов, еще при жизни признанный главой русской литературы. Говорить о нем можно много и долго. Наиболее важные вехи мы затронем в нашей игре, в частности, период его пребывания на Кавказе. И, значит, у нас есть 10 вопросов и 3 подсказки, из которых тебе необходимо выбрать 2 оптимальные для тебя. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. Ну, 2 я могу выбрать, правильно? Да. Ну, право на ошибку и 50 на 50. И наш первый вопрос звучит так. В каком звании служили Лев Толстой на Кавказе? Ефрейтора, поручика, юнкера, унтер-офицера? Ну, я могу сразу ответить, но надо сказать, что вообще это интересно, что как Лев Толстой оказался на Кавказе сам по себе, да? Ведь он же приехал, собственно говоря, за старшим братом. Да. И еще и волей судьбы, так скажем. Он проигрался в карты в Москве, был вынужден бежать от карточного долга. Куда бежать? Ну, подальше, на Кавказ. Значит, где его не достанут кредиторы, где не будут доставать его. Вот. И он приехал, в общем-то, даже как гражданский вначале, и как доброволец сюда. И потом уже там были необходимые формальности, чтобы ему просто разрешили уже гарнизонную службу исполнять и так далее. И потом очень долго он еще подавал уже на воинскую службу и потом и так далее. Но это все был очень долгий процесс. Вот. Но вот тот период, особенно начальный период, который он служил в звании юнкера, вариант С. Ответ принят. 1851 год. Льву Толстому шел 23 год. Это была пора рассеянной жизни в кругу великосветской молодежи. Он признавал, что, цитата, «жил очень безалаберно, без службы, без занятий, без цели». И решил покончить со всем этим, он отправляется на Кавказ вместе с братом. И осенью 1851 года Толстой, сдав в Тифлисе экзамен, поступил юнкером 4-й батарею 20-й артиллерийской бригады, стоящей в станице Старогладовской на берегу Терека. Абсолютно верный ответ. И надо заметить, что, кстати, он, когда сдавал экзамен на юнкера, он, по-моему, по 12-бальной системе получил все по 12 баллов. То есть абсолютно для него несложный был экзамен. То есть это был абсолютно очень образованный человек, который просто до этого жил, как уже было сказано, вел такую никчемную жизнь. И вот, к счастью, наверное,
что он проигрался когда-то в карты и был вынужден бежать на Кавказ, и все вот это случилось с ним дальше. Вот, иначе, может быть, мы не узнали бы никогда бы такого, мир не узнал бы такого великого писателя, как Лев Толстой. Действительно, он вообще сам признавался впоследствии, что Кавказ на него оказал сильнейшее действие, и что эти годы были самыми такими сложными и важными для него, для его жизни. И наш второй вопрос. Основной тезис толстовства – это непротивление злу насилием, анархизм, демократизм, приверженность православию. Ну, опять же, тут тоже понятно, несложный вопрос пока что идет у нас. Я сейчас отвечу, или могу я историю одну рассказать? Да, можно, наверное, историю. Эту историю очень любит один мой друг, коллега. Я его тоже звал на игру, не смог он прийти. Он рассказывает всегда, что, ну, уже будучи, наверное, таким пожилым человеком, Лев Толстой как-то прогуливался, значит, в своем имении в Ясной Поляне, и с ним, значит, гулял один из приверженцев его теории, один из фанатов, да, говоря современным языком. На щеку у Льва Толстого опустился комар, но он хлопнул, убил комара. И, значит, этот адепт его теории, он то ли, опять же говоря, современным сленгом решил то ли похитить его, то ли потроллить, я не знаю, в общем, подколоть одним словом. И говорит, как же так, вы же проповедуете, значит, непротивление злу насилием, Лев Николаевич, а сами в это время взяли и убили комара. И Лев Толстой, даже не задумываясь, посмотрел на него и говорит, не живите так подробно. То есть во всем надо знать чувство меры, и Лев Толстой, несмотря на свою приверженность этой теории, понимал, что не нужно буквально, что называется, следовать. И иногда есть люди, которые все очень буквально воспринимают, как сказал Лев Толстой, живут очень слишком подробно. Вот не надо жить так, нужно немножко понимать основы жизни и как вообще, что к чему, и не слепо следовать чьим-то теориям и так далее. Вариант А – непротивление злу насилием. Ответ принят. Это абсолютно верный ответ. Есть и другие принципы данного течения. Это всепрощение, отказ от вражды с любым народом, любовь к ближнему, нравственное самосовершенствование. Вообще толстовство – это религиозно-этическое течение, которое возникло в 1880-х годах под влиянием религиозно-философского учения Льва Толстого. И основы толстовства, изложенные автором в произведениях «Исповедь», «В чем моя вера», «О жизни». И 1925 года философ Иван Илин написал книгу в ответ учению Толстого. Называется она «О сопротивлении злу силой», противоставляя вот свою теорию течению Толстого. И сейчас мы затронем проблематику работы, это будет очень долго и немножко отход от игры. Но в целом мы есть, если интересно, можно... Ну, Ильин, конечно, великий философ вообще мирового уровня, порядка. Но он отвечал уже в 1925 году, как было сказано. Это после того, как случилась Первая мировая война, после того, как в России случилась гражданская война, после революции, и вообще в целом волна революции прокатилась по миру. Естественно, у него немного иначе он смотрел на эту проблему, и уже с каких-то новых позиций, исходя из каких-то новых данных. Но это не значит, что не прав Толстой, прав Ильин. Конечно. Ну, просто есть всегда нужно поступать сообразно каким-то обстоятельствам, сообразно историческим моментам. И, кстати, то, что вот теория, которую выработал Толстой, да, очень часто говорят, что есть вероятность того, что он, поскольку он жил на Кавказе, он слышал же, естественно, проповеди учения Кунта Хаджи Кишиева. И говорят, что есть версия, что, возможно, в том числе эта теория сложилась и отчасти под влиянием этих самых проповедей. Да. Третий вопрос. Какое решение принял Лев Толстой, когда проходил службу на Кавказе? Стать писателем, перестать есть мясо, завести личный дневник, продать усадьбу Ясная Поляна? На самом деле все эти мысли приходили в голову Льву Николаевичу Толстому в разное время. Он вел личный дневник, Да. Он в какой-то момент перестал есть мясо, он даже думал продать усадьбу Ясная Поляна. Был момент, когда он, опять же, сильно проигрался в карты в молодости, и вот он думал, что иначе как погасить этот долг, иначе как продав усадьбу, он не может. Вот так что такая мысль тоже у него была.
Вот. Но я думаю, все-таки основное решение, которое ему пришло в голову, это все-таки стать писателем, потому что он действительно и начал писать. То есть он приехал с какими-то черновиками, такими отрывочными книги, его трилогии в итоге. Впоследствии начал первую работу детства, которая называлась. Вот, он ее закончил как раз-таки, будучи на Кавказе. Он писал разного рода кавказские рассказы, связанные с Кавказом, там, «Набег», по-моему, еще что-то, и публиковал их. Собственно, посылал в журнал «Современник» Некрасову. И Некрасов очень неизвестного автора, в общем-то, молодого, очень тепло приветствовал, сказал, что чувствуется талант определенного рода, и дал такую путевку в жизнь писателю Толстому. Да. Вот. И я думаю, что ответ стать писателем, это было основное решение, очень правильное. Он был настолько не уверен в своей работе, первый, когда отправлял, что там просто инициалами подписал. Да, кстати. И по-моему, даже первые несколько рассказов он писал, и Некрасов ему ответил, что в том духе, что если вы хотите, для вас это не просто так, а действительно вы хотите связать свою судьбу с писательством, то начинайте подписывать полностью свою фамилию. Ответ принят. В 1851-53 годах Толстой перешел от интенсивного писания дневника художественной прозе, и в ноябре 1951 года он жил тогда на Кавказе, пытаясь поступить на военную службу, писал на французском в одном из своих писем Ергольской, цитата: «Помните, добрая тетенька, что когда-то вы посоветовали мне писать романы. Так вот, я и послушался вашего совета. Мои занятия, которых я вам говорю, литературные. Не знаю, появится ли когда на свет то, что я пишу, но меня забавляет эта работа. Да к тому же я так давно и упорно ее занят, что бросать не хочу». Результатом этой работы стали написание и издание первой повести, и ее успех и заложил основу карьеры. И наш четвертый вопрос. На самом деле, Тимур, ты ответил на этот вопрос? Почти. Не почти, а вообще. Ну, я готов ответить еще раз. Но я не знал, что ты это знаешь, и что ты затронешь эту тему. Я не знал, что будет этот вопрос, иначе я, может, промолчал бы. Какое первое произведение Лев Толстой написал, будучи на Кавказе? «Детство», «Набег», «Хаджи Мурат», «Кавказский пленник». Ну, «Набег» был практически вторым его произведением, а первым все-таки было «Детство». Как я сказал, он начал писать его еще, будучи в Москве, по-моему. То есть, ну так, это были черновые наброски абсолютно. Он его много раз... Ну, вообще Толстой очень был трудяга большой, на самом деле. У него не было, по-моему, таких, чтобы он садился, писал, и готовое произведение сразу в печати. Он переписывал, переделывал. Вот то, что я читал о нем, вот он такой был, по много раз работал над одним и тем же произведением. Вот. И нашим бы современным писателям такое трудолюбие бы, кстати. Да, он ее высоко оценивал своей работой. Он был самым дорогим, кажется, в то время писателем. Ну, он сам ставил, по сути, в какой-то момент, да, ну, вряд ли он был так вот, когда начинал только писать. Да, но потом уже впоследствии, когда уже писал... В общем, вариант «Детство». Ответ А. Это абсолютно верный ответ. Зимой в 50-м и 51-м годах он начал писать «Детство», и Толстой вновь стал писать в июне 1852 года, и это стал в редакцию наиболее популярного в то время журнала «Современник», первую часть будущей автобиографической трилогии «Детство», подписанную лишь инициалами ЛНТ. И, как ты уже говорил, Некрасов сразу признал его литературную ценность. Это произведение имело чрезвычайный успех. После публикации автора сразу стали причислять к корифеям молодой литературной школы. Что подарил Содоме Сербиев своему кунаку Льву Толстому в знак верной дружбы? Шашку, папаху, часы, черкеску. Ну, интересно, на самом деле, я когда читал, это выдержки были из письма Льва Толстого, я не знаю, кому он там в Москву писал это письмо уже, и он говорил, что он, мол, ну, такой вот интересный обычай есть, мол, на Кавказе, в Чечне, что вот я, значит, побратался фактически с одним, значит, чеченцем, и там нужно обменяться подарками как бы вначале, потом каждый, то есть, должен отведать еды в доме друг у друга, и тогда вот вы становитесь уже такими кунаками, друзьями, который готов подарить другу все, что понравилось этому другу, допустим. Вот. И началось с того, что рассказывал, что он, по-моему, какой-то там такой, в общем-то,
не самое лучшее ружье подарил Асадо, вот, а тот подарил ему в ответ шашку, которая, в общем, была, в общем, я не знаю, из булатной стали, но она была очень дорогая шашка, которая по оценке Толстого стоила не менее 100 рублей. И потом он уже в ответ подарил ему часы серебряные. Ну, в общем, потом уже был там обмен подарками. Но Содоме Сербиевцу и Конакуль Льву Толстому подарил шашку. Вариант А. Ответ принят. Действительно, как ты сказал, в знак верной дружбы чеченцы дарили оружие. И эта шашка, которая подарена Содоме Сербиевым Толстому, находится в музее писателя в Москве. Вообще Содом Мисребиев из аула Старый Юрт, а ныне уже Толстой Юрт, и молодой офицер царской армии Лев Толстой подружились, стали кунаками, они часто общались, ходили в гости друг к другу. Сколько хотели татары получить денег за освобождение с плена Ивана Жилина, главного героя рассказа «Кавказский пленник»? 2000 монет, 3000, 4000, 5000 монет. Татары, да, интересно, что татар называли всех, так скажем, мусульман на Северном, на Южном Кавказе для людей из Москвы, допустим, татарами здесь были все абсолютно, и чеченцы, и кумыки, и азербайджанцы, я не знаю, это все были татары, чтобы было понимание вообще, кто такие татары, почему, причем здесь Кавказ. Ну, там было именно вот татары, там вроде идет, там так, и поэтому татары, я не писал горцы условно. Татары это на самом деле, это, мы не будем конкретизировать, мы не знаем, кого он конкретно имел в виду, но это они всех вот поголовно мусульман наименовали просто татарами в какой-то момент. Ну, изначально, насколько я помню, там Жилин потом еще поторговался с ними. Насколько я помню, «Кавказский пленник», рассказ или повесть. Он с ними и сбил изначальную вот эту ставку до 500 монет. Но изначально с него хотели получить 3000 монет. То есть вариант Б. Вариант Б. Вообще действие происходит во время Кавказской войны. На Кавказе служил офицер Иван Жилин. Его мать присылает письмо, в котором просит навестить ее. И Жилин выезжает из крепости вместе с обозом. Обоз едет медленно, и Жилин и другой офицер Костылин решаются поехать вперед одни. Потом они натыкаются на несколько горцев. Когда Костылин видит их, он уезжает, бросая Жилина одного. А те подстреливают лошадь оставшегося офицера и берут его в плен. Жилина привозят в горное селение, где продают Абдул-Мурату. У того же хозяина позже оказывается Костылин, которого они также поймали. Абдул заставляет офицеров написать письма домой, чтобы за них дали выкуп. Жилин указывает на письме не тот адрес, понимая, что его матери все равно не собрать требуемые суммы. А сумма была 3000 монет. Абсолютно верный ответ. 7-й вопрос. Каково точное определение жанра «Войны и мира»? Роман, роман-эпопея, роман «Воспитание», эпистолярный роман. Вот Тут можно воспользоваться подсказкой. Да, придется. Я вот, к сожалению, почему-то... Ну, эпистолярным романом вряд ли можно назвать. Это не роман в письмах. Воспитание, да, несет определенное, но и в то же время эпопея, безусловно. Ну, можно, наверное, заведомо беспроигрышный вариант взять 50 на 50. Можно. Тогда 50 на 50. 50 на 50. Уберите два неверных варианта ответов. И у вас остается Б и Д. Б и Д. Роман, эпопея или эпистолярный роман. Ну, никак не назвать его эпистолярным романом, как я уже сказал. Все-таки вариант... Я даже пытаюсь сейчас аналогии вспомнить, какие романы можем назвать эпистолярными, что-то мне в голову не приходит. Ну, роман эпопея, вариант Б. Вариант Б. Ответ принят. Сам Толстой вообще не давал конкретного определения жанра произведения.
И был в этом полностью прав, потому что традиционные жанры, которые существовали до написания «Войны и мира», не могли полностью отобразить художественной структуры романа. В произведении совмещены элементы семейно-бытового, социально-психологического, философского, исторического, батального романов, а также документальные хроники, мемуары и так далее. Это позволяет характеризовать его как роман-эпопею. Эту жанровую форму впервые в России открыл именно Толстой. 8-й вопрос. Какой из персонажей романа Анна Каренина представляет собой альтер-эго Льва Толстого? Константин Левин, Алексей Вронский, Стива Облонский, князь Щербацкий. Да, Вронский было бы забавно. Ну, очень многие мысли Левина, да, на самом деле, по поводу там, обучения крестьян, там, нужно ли их воспитывать, не нужно, они перекликались с теми мыслями, которые тогда занимали Льва Толстого, и он просто вложил их в этого своего персонажа. Так что Константин Левин, вариант А. Левин – это альтер-эго самого Толстого. Абсолютно верный ответ. Через него автор передает свои мысли читателю. И роман заканчивается не смертью Анны, а рассуждением Константина о жизни. Он наконец-то находит для себя то, ради чего существует. Ну, надо сказать, что Толстой очень часто какие-то детали своей жизни, да, и вообще то, что он увидел в быту, вокруг себя, он потом вносил в свои рассказы, где-то себя писал, какие-то моменты. И на самом деле, мне кажется, это признак действительно высокого класса автора, да, когда он какие-то вещи описывает, в том числе себя. 9-й вопрос, предпоследний. Сколько писем написал Лев Толстой в течение жизни? 5000 писем, 10 тысяч, 30 тысяч, 50 тысяч писем. Как ни странно, я знаю ответ на этот вопрос. Совершенно случайно как-то мне это попалась, эта цифра. Вот, и это было что-то поразительное на самом деле, когда я просто пытался представить тот объем работы, который проведен. Да, этот человек написал, не знаю, много романов, рассказов, повестей, написал роман «Мир», который считается очень многословным произведением, да. Бедные школьники сейчас плачут, они не могут освоить в школьной программе все 4 тома «Войны и мира». А на самом деле «Война и мир» — это была кроха в море того, что написал Лев Толстой, потому что он очень много писал и в письмах. И там были и рассуждения, и обсуждения, не знаю, какие-то за жизнь, за какие-то другие литературные произведения. Ну, то есть огромный, колоссальный объем работы. Я уже не случайно раньше сказал, что он был большой трудяга. Да. И поэтому отчасти, конечно, он то, что он в письмах он описывал, он использовал потом какие-то мысли, возможно, в своих произведениях. Но, тем не менее, это была большая, как бы сказать, такая черновая работа им проведена, может быть, да, которую он пытался как-то высказать. Вот, и я слышал, насколько я слышал, эта цифра 50 тысяч писем. Тимур, обращаю внимание, именно написал, сколько написал, а не получил. Угу. Он мог не отвечать, в принципе, на все его письма. Угу. Ну, то есть, я помню, что я читал, что 50 тысяч — это как бы общий объем его эпистолярного наследия. А действительно, это же как входящая, так и исходящая корреспонденция. Ну, тогда все-таки, наверное, вариант права на ошибку вначале. Можно будет? Так? Да. Тогда я выбираю право на ошибку и отвечаю вариант «Д». Так, если ты использовал право на ошибку, в принципе, отвечая даже неправильно, ты переходишь на следующий вопрос. Ты проходишь, так? да. И твой ответ «Д». Мой ответ «Д». Ответ принят. Первое сохранившееся письмо Толстого от 20 июля 1840 года адресовано его тете Ергольской. Последнее сохранившее письмо Толстого написано 3 ноября 1910 года. Это за 3 дня до его смерти, адресованное английскому биографу писателя Эльмеру Моду. Толстой получил 50 тысяч писем и написал более 10 тысяч. Неверный ответ. Письма Толстого занимают 31 том его собраний сочинений. Толстой писал своим коллегам, родственникам, друзьям, простым людям и правителям государств. А Толстой написал своей жене 839 писем за 49 лет. И 10-й вопрос, финальный.
А он мне сказал, что плохие люди те, которые в опасности от товарищей убегают. Из какой басни эта строка? 3 рыбки, соловей и голубка, 2 товарища, собака и ее тень. Начальная школа, вроде 1 класс. Подсказок у тебя нет? Да. Так, плохие люди те, которые в опасности. Товарищи убегают. Чем-то напоминает мне этот кавказский пленник. Но такого варианта нет. Да, как раз Костылин бросил Жилина, сбежал, а потом все равно. Так. Тут, конечно, интересные 2 варианта и 2 товарища в этой связи, как я сказал, уже 2 человека, Жилин и Костылин, да, и кавказского пленника, как бы на детский лад, так скажем. Вот. И собака и ее тень тоже отчасти мне почему-то. Соловей и голубка, в принципе, тоже. Соловей и голубка. Ну, рыбки-то 3 там. Да, Это понятно. да. Вот тут не знаю, только гадать. К сожалению, подсказок нету. Я думаю, это вообще очень легкий вопрос. Я только 2 товарища вариант С. Наугад. Наугад абсолютно. Ответ принят. Это абсолютно верный ответ. Трусливый друг страшнее врага, ибо врага опасаешься, а на друга надеешься. Так гласит народная мудрость. Тимур, ты абсолютный победитель. И наш приз. Ну, не зря я зашел. Дался, да? Всегда интересно, на самом деле, проверить себя, свой уровень знаний по тому или иному вопросу. Я даже в этой связи, я очень часто стараюсь участвовать в всяких этих диктантах победы, этнографических диктантах, я не знаю. Потому что всегда интересно немного понять, насколько ты еще что-то помнишь, насколько ты что-то знаешь, насколько ты не зря учился, я не знаю, там, читал что-то. Вот. И перед тем, как участвовать в этой игре, мне пришлось, конечно, освежить какие-то знания о Толстом, за что спасибо также, Рамзан, тебе за это приглашение, что я лишний раз перечитал какие-то вещи Толстого. Это всегда полезно в любом возрасте. Тимур, я скажу, что ты очень хорошо подготовился к игре. Ты очень хорошо отвечал на все вопросы. Что вообще принял приглашение. Мне было на самом деле интересно с тобой поиграть. Это интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит», и я ведущий Рамзан Абуев. Если вы хотите принять участие в нашей игре, пишите и звоните на номер, который вы сейчас видите на своих экранах. Адикейл Маршайл.